Добрый день, дорогие телезрители! В эфире телеканала Якутия-24, очередной выпуск программы «А мы вам покажем», к которому активно подключился я, Дмитрий Аргунов. Дело в том, что я не только в области телевидения, я еще и кое-что руками делаю, и говорят, ну так, вполне на уровне делаю. Себя не похвалишь, никто не похвалит, да? И сегодня мы в гостях у Дмитрия Анатольевича. Пожалуйста, вот рядышком со мной Дмитрия Анатольевича Варенова, человека в узких кругах очень известного, но я представил его как киноактера. Как киноактера же, да? Уже две роли... Четыре роли в произведениях якутского кинематографа. Одна из известнейших, которая это фон Браун из фильма «Рядовой Чарин». Так? Так. Очень органично, кстати, смотрелись. Спасибо. Да, ну и говорят, у вас есть роль, которой вы больше гордитесь. Это... Почему-то Снайпер Сахат. Я, больше люблю себя в «Снайпере Сахат». Там я сыграл всего секунд 6, наверное, да. Но я полноценно почувствовал себя немецким генералом. Вот. И по ощущениям, почему-то именно этот фильм оставил большее впечатление у меня, потому что, наверное, чем все остальные. Был первый или он это не Это первый? третий был фильм. Это третий был Первый был «Журавль над Ильменем», второй «Перегон», который снимали здесь совместно с американцами. Этими я во всех фильмах играл немцев. Так получилось, да, что вот просто вот это мое, видать. Ага, это самое. Хорошую роль-то мне не дали. Вот, поэтому, видать, лицо такое. Не, почему? Фон Браун это один из сильных персонажей, кстати, «Рядового Чарина». Я поспорил, как и киновед, как режиссер. Вот. Очень хорошо. Поэтому как бы это. Но вы знаете, я не хотел оппозиционировать себя с артистом, да, потому что на протяжении многих лет я как бы в другой отрасли, да. Вот, это в первую очередь, конечно, это реставрация. Вот. Я председатель общества коллекционеров, которого на сегодняшний день уже практически нет, потому что нет людей. И президент мотоклуба «Старая школа». Вот это наше все. И я-то пришел не просто так. Не просто так. Дело в том, что в ипостаси столяра, начинающего столяра, я однажды сделал замечательную вещь. На подставке чугунной от швейной машинки «Подольск» я сделал бьюти-бокс. Ну, вот такой, с откидывающимися зеркалом и так далее. Сейчас пытаюсь сделать второй такой, и поэтому искал подставки чугунные. Да? И я вижу замечательную вот машинка «Зингер», которая прообразом вот этого нашего не менее замечательного машинки «Подольск» выступила. Да? Но, это ее мама? После революции на тех же станках, на том же оборудовании стали выпускать «Подольск». Вот, то есть «Подольск» это практически «Зингер»? Это ребенок это сын. «Подольск» это дочка «Зингера». Вот так скажем, прямая наследница. Вот, потому что формы не изменились нисколько. Абсолютно. За место вот этого клейма появилась первая надпись «Госшвеймашина». Вот, а форма литья и все остальное нисколько не изменилось. Я вот тоже, потому что мне, когда принесли в гараж замечательную вот эту подставку, да, она была немножко бракованная, там хиляла-вихляла, да, я ее восстановил, конечно, ну, там соединения, вот эти коленчатые и так далее, в меру сил. Вот там есть надпись «Зингер», крупненько, которая не была в Подольске, и, в принципе, вот как вы говорите, вот этот гербовый элемент, он отсутствует. Да, а все остальное полностью без изменений. Полностью. Также здесь пошла надпись «Госшвеймашина» сначала, потом через несколько лет они уже начали писать «Подольск». Все. Хотя интересно то, что сама структура, вот склейки, вот технология всего остального, да, не изменилась до прихода ДСП. Вот. Даже рыбий клей, который применялся. Давайте вот сюда посмотрим. Да, потому что в основном в ту эпоху уже шли казеиновые клеи в большом ассортименте после войны, очень хорошо они. Но почему-то они использовали казеиновые клеи, костные и рыбьи клеи.
Что в условиях севера у нас, например, совершенно было неприемлемо. Они рассыхались у нас. Размерзали на морозе. Рыбий клей. Да, да. Также и, кстати, эти самые костные клеи. Точно так же. Они к перепадам температуры очень тяжело, очень тяжело реагировали на это. Вот. А впоследствии у нас вообще считается для мебели, для дерева, для всего наш климат в квартирах – это климат-убийца. Когда зимой батареи полностью высушивают воздух и начинают рассыхаться все там шкафы, тумбы там и все остальное. Очень такая тяжелая участь постигла это пианино. Вы, наверное, помните, как люди ставили банки, там ведра внутрь там, для увлажнения, там то все, но это не помогало. Вот. И то же самое постигло и эти машинки. Вот. Уже где-то примерно... Рассохлись. Они все рассыхались полностью. Вот эту машинку именно спасло то, что она стояла на даче. Вот. И то шпон облетел, все облетело, все полностью ее принесли на реставрацию. Вот. Ее тоже надо переклеивать. В оригинале же это ореховый шпон на какой-то... На сосне? На сосне. Да. Ореховый шпон. Да, да, обычный это самое. Выглядело при этом очень благородно. Очень. Очень благородно. Очень хорошо. Вот. Они несколько моделей делали с буковым шпоном. Вот. Но тот оказался не такой стойкий к трению. Вот. И они буквально через 2-3 года вернулись к технологии вот именно ореха. Дима Анатольевич, у вас есть же станина куда более, скажем так, оригинальная, чем распространенная очень Зингер. Вы знаете, тут получилось так, что вот с этой машинкой случилась ситуация такая. Верх продали за очень большие деньги. Вот. А Юнкер и Бух это... Я не знаю даже, как она попала. Скорее всего, это была экспроприация после войны. После когда войны? в огромном количестве сюда вывозили мебель. Раскулаченных? Да, ну вот с Германии. Прямо эшелон. Прямо это трофейная, да? Да, это трофейная, скорее всего. Потому что по другим каналам она попасть не могла. Это очень большая редкость. Очень большая. Юнкер очень рано переключился на производство моторов, самолетов и все остальное, получив гитлеровские дотации. И он это дело забросил. Поэтому их всего было выпущено не так много, но очень мало. То есть это... Бух перешел на изготовление тоже моторов. Достаточно редкий. Это очень редкое. Это очень редкая станина. Вот. А покрытие сверху тоже... Все это все. Она не была покрыта шпоном. Вот именно вот это они не покрывали шпоном. Они использовали сразу лиственные деревья, вот, хорошей сушки, и сразу делали без применения вот этих дешевых технологий, как сосна и все, они сразу делали вот это бук. Вот это буковая полностью столешня на крыльях. Вот такое вот. Слушайте, замечательно вообще. Вот я очень часто пользуюсь торцовочным рубанком, да? Стенли, к примеру, и так далее. Вот этот образец. Вообще рубанков у товарища Варенова очень много. Но мы, еще раз, мы отдельно коснемся вот этих вещей, темы инструмента. Об этом можно рассказывать долго, очень долго. Смотрите, вот этот, как он правильно называется? Какой-то грубер же? Зензубель. Зензубель, да, это выпазовочный рубанок, то есть с параллельным упором, который... рам. Двухсторонних рам, которые вот у нас на севере как раз применялись в большом количестве. Это тоже копия некого Стэнли или чего-то подобного, но выпущенная на советских заводах, я так понимаю. Вообще, прародителем всего инструмента можно считать Голландию. Голландию. Да. Ихнее судостроение еще в те времена, огромные эти фрегаты, эти судоверфи голландские. Петра Первого вспомним. Вот. Да. Он учился у них и заставлял учиться у них. У них на те времена, по тем временам, просто был огромный прорыв в инструменте. У них только одних пил было там около 70 видов. Для каждого вида деятельности своя пила, свой зуб. Вертикальные вот и эти... вертикальные, и вот первые лучковые, огромные лучковые. Там, дисковых и маленькие. Кстати, там, на каком-нибудь паровом приводе дисковых. Я не скажу. Я в основном как бы... Я видел, кстати, ножную дисковую пилу. Да, обязательно. Да, лобзики первые, да, все вот эти, да, они были. Вот, но они использовались в основном в столярном
как бы это ремесле таком. А вот... Плотничем? Да, ну, как бы... Нет, нет. Вот я говорю, столярная, я различаю, очень хорошо, когда меня называют, извиняюсь, ты же плотник, ты должен делать. Я говорю, я не плотник, плотник это другое, это совсем он другое. Дома строит. Да, это мастер топора, да. Вот, у которого тоже не один топор, кстати, там их 5-6, вот, на каждый пас, на каждое действие у него свой топор, это естественно. А вот столяр, он именно специализируется на том, что современные технологии, которые дали очень много электроинструмента, да, в основном многих не устраивают, и все остаются при ручном. Вот. И тогда у нас уже идут в ход рубанки. Почему? Потому что настоящий мастер отличается тем, что он сам точит инструмент. У нас большинство народа сейчас кухонный нож заточить не могут. Ну, вот. В лучшем случае вот это дисковая штучка. Ну это вообще, это ужас, конечно. Промолчим. Вот, это промолчим. Да. Вот. Поэтому задача качественного, любого качественного изделия – это хорошо отточенный инструмент. Вот. И это отличает мастера от всех остальных. Вот это что, а? Вот это никто не может знать. Я подумал, что это томагавк какой-то детский. Нет. Много лет назад, когда все мастера, сапожники, краили, шили сапоги, они прибивались, никто сейчас не поверит в это, но это было так, на березовые гвоздики. Маленькие клинишки, на березовые клинья. Я помню. И вот этот топорик специально был сделан для того, чтобы колоть эти клинья. Он очень удобный. Это берется чурочка, спил березовый, ставится и потихоньку накалывается и изготовляются клинья для сапог. То есть это гибрид ударной стамески и топора, да? Да. Но узкой специализации. Узкой специализации. Потому что когда мы начнем, например, освещать тему ручного инструмента, мы покажем, какие были топоры именно для ручной работы. Вот. Они были другие. У них было другое лезвие, другая развесовка, другая рукоятка. Они у нас все есть. Мы потом как-нибудь отдельно. Обязательно, потому что интересно, мы покажем. Еще раз, к теме инструмента, ручного инструмента. Да, мы же видим японские вот эти в ютубах, японские рубанки вот эти, да, которые на себя там делаются и так далее. Вообще же там фанаты какие-то работают в традиционной японской мебелестроении. Вот сейчас мы сразу же сделаем оговорку. Ни в коем случае нельзя ориентироваться на японского мастера. По одной простой причине. Менталитет. Нет. Причина кроется... Порода деревьев. Да! У них не было того материала, который был у нас. Вот. У них, извините меня, кроме бамбука, там сакуры и там и все, у них минимальный набор материала. Поэтому можно было рубанить на себя. Вот. Материал мягкий. У них ни одного, у них не было дубов, грабов, вязов, тисов. С чем приходилось сталкиваться нашим мастерам? Плодовые только деревья. Конечно. А что такое груша? Простите, это тальник, который наш любой мастер, даже не мастер, а любой режет ножом. Он не считает его за материал. Вообще. Да. Вот. И возведенная в философию, там шкатулка, сделанная из груши. Ребята, у нас это ширпотреб. Даже никто... На рынке тоннами продается. Тоннами, вот именно. А в свое время, да, оно было как вот одноразовое использование. Поэтому на японцев не смотрим вообще. Вот мы смотрим на немцев, на голландцев, смотрим на испанцев, которые изумительная художественная резьба. Это и скульптура, это и домашнее, это самое, вот, как бы оформление интерьера. И уличные интерьеры, это атланты, кариатиды, все это деревянное, все это вручную, все это. И это годами, это методы пропитки, методы насыщения маслом, методы сушки. Одни носовые фигуры кораблей чего стоят. Вот, забыл, как называется вот это. Да. Но это же шедевры. Это же шедевры. Просто вообще. Поэтому вот на кого мы равняемся, на кого смотримся. Первые токарные станки. Все так, давай мы вот это положим. Да. По инструменту, товарищ оператор, давайте мы перейдем ближе к сюда. Мы по инструменту с Дмитрием Анатольевичем сделаем отдельный ликбез. Вот этот ручной инструмент был заменен на тот электрический там и так далее, и так далее. И что лучше, чем в чем какие преимущества? Да, какие преимущества? Вот это... Именно реставрация... Это
Это реставрация. Это реставрация. Это не новодел. Это не новодел. Это полностью реставрация. Вот. Это медная посуда. Почему медная посуда? Смотрите, Потому как что, сияет, а? по утверждению многих бабушек и женщин, в медной посуде неповторимый вкус имеет варенье, если его сварить. И кофе. Вот кофе не скажу, а вот варенье? Про варенье, да. Неповторимый прекрасный вкус получается в медной посуде, если сварить. Поэтому мне периодически приносят на реставрацию убитые, ужасно вообще изуродованные вещи. Медные кастрюли? Да. Казаны, кастрюли, эти самые тазы приносят это. Это костровая кастрюля получается? Да. Котел костровой, да? Да, это костровой котел. Вот. Просторечий казан. Ну, как бы не казан, это, скорее всего, котел. Котел. Да, по форме он как бы ближе к котлу. Вот. Но нашли его где-то в районе, где-то это. Пришлось, ну, вот это самое выстукивать, перепаивать, это зачищать еще, ну, еще немножко не доделано. Вот. А так люди на него, вот сейчас вот урожай скоро, да, они на него... А это не латунь? Это бронза. Бронза. Это бронза. А пояска бронза, да? Да, бронза, медь. Медь. Причем мягкая медь, хорошая, не отожженная, ничего еще. Ну и вот такая новодельная крышка у нее. Тоже бронза. Да, это из музыкальной тарелки. Ага. Это вот. Ну, в оперу же, в ту же оперу. Да. Тут не хватает Да, ручечки. надо кто бы выточил еще? Токарный станок есть, кого позвать? Ага. Из бронзы? Нет, деревянная. Слушайте, мотолюбительство, да? Давайте мы затронем, прежде чем перейдем к проблеме коллекционерства как такового, мотоцикл, буквально на пару минут. Один из замечательных, Лобанов Сан Саныч, привет, замечательных, я где-то видел вулкан, у него в гараже, по-моему, зеленого цвета. Запросто может быть, да. Кавасаки вулкан, по-моему, был. Да, тот да. Большого. Немного про историю вот эту. Это же кастом какой-то, да? Да нет. Я сразу хочу сказать, что вот у байкеров, да, как у именно субкультуры, мотоцикл стоит на первом месте. Поэтому у мотоцикла, естественно, есть имя, есть душа, вот, и есть самое главное, вот, это его облик, который должен быть неповторим и в единичном экземпляре. Вот. И байкер, как правило, всегда свой мотоцикл делает по своему усмотрению. Вот. Под свою эстетику. Полностью. Вот. Почему-то вот этот мотоцикл заявил себя как что-то такое из другого мира. И он получил имя Посланник. Посланник, естественно, из ада. Откуда еще может быть там, да? Вот. Из всадники ада, да? Да. И вот у него такая вот тематика пошла. Полностью все. Вот, черепа. Именно черепа, смерть, там вот это вот такое. Вот он потихоньку. Дальше у него будет еще больше. Вот. Дальше у него там на этих будут томатские руки стоять, вот такие вот. Жуть будут какая. Горгульи, да. Он продолжает обрастать, продолжает входить в свой образ. Вот. Он в разработке, получается. Он в разработке еще. Разработка. Ну, то есть эта разработка, она постоянная, это такая перманентная, да, когда есть озарение, когда есть какая-то идея, она воплощается и на него, Вот. Слушайте, Дим Анатольевич, мотоциклы, а он на ходу, да? Конечно. Он был в прошлом году на Гик-фесте, вот, просто как бомба, на нем фотографировались все. Вот. И он, даже кто-то узнал его, что он из какой-то игры. Вот. И уверял, что это не моя идея, а вот именно это прототип какой-то игры. Ну ладно, пусть. Слушайте, Дим Анатольевич, в советское время коллекционеры были уважаемыми людьми. Были отдельные тихие собрания антикваров, коллекционеров, которые очень степенные, очень такие и так далее. Как сейчас в 23-м году 21-го столетия обстоят дела у коллекционеров? Очень плохо. Потому что старшее поколение ушло от этих мастодонтов, от этих полностью посвятивших себя коллекционированию. Как правило, это люди одинокие, в основном, редко кто. Вот единственное, что вот Чугунов был, у него была семья, но у него
Тоже были постоянные проблемы с женой, потому что огромные траты денег. И все, как правило, коллекционеры – это такие одиночки, именно посвятившие себя вот какому-то направлению. И вот этот дух патриотизма, настоящего патриотизма, вот этой гордости, вот, за свои вот эти коллекции, за свои вот эти вот атрибуты, вот эти артефакты, которые это самое, да, он очень долгое время поддерживался, но, естественно, вот это поколение, которое новое пришло на смену, для них это чуждо. Это уже другие, это современные люди, это компьютерные люди, это потребители в большей части, вот это не творцы. Потому что любой коллекционер, он как бы был всегда выходец из каких-то профессий. Там, например, это был или часовой мастер, да, вот, или, например, жестянщик, вот, или тоже столяр, который работал где-то и вот восстанавливал там вот эти шедевры, там буфеты, там вот это все остальное такое вот. Вот. Это, к сожалению, это поколение ушло. И я считаю, что оно ушло безвозвратно. Вот. Потому что... Надежды нет. Надежды нет. Надежды нет. У меня, например, надежды нет. Потому что на протяжении многих лет интерес пропадает от слова совсем. Вот. Интерес появляется только тогда, за сколько вот это можно продать. Я смотрел в интернете, оно стоит кучу денег. Откуда оно у тебя? Это у меня от бабушки. Я говорю, и начинается сразу вот это, бабушка хранила, ее бабушка хранила, может ты все-таки оставишь на полке, это же ваша. А зачем? Зачем мне этот фотоаппарат? Зачем мне эти часы? Их каждый год надо носить на ремонт. Да, есть такое. Любые часы с боем, это требует постоянного ухода. То есть сейчас вот этих собраний с лупой, с негромкими разговорами и так далее, они ушли безвозвратно? Безвозвратно. А на что сейчас живет коллекционер, к примеру? Вы знаете, в основном вот эти остатки, которые остались, несколько человек, да, они живут только тем, что где-то в России, где-то там еще есть близкие по духу люди, и когда он что-то восстанавливает, когда он что-то делает, когда он что-то где-то приобретает, единственное для души это то, что кто-то за тебя радуется. Кто-то искренне за тебя радуется приобретению чего-то, восстановлению чего-то. Вот этим и живут. Своим маленьким внутренним вот этим миром. То есть смысл жизни любого коллекционера – это наличие у него чего-то, чего нет у других. Да, конечно. Конечно. У меня есть, а у тебя нет. Да. И это дает мне жизненный силы. Ой, это огромный потенциал, когда кто-то говорит, что, я очень хочу, чтобы у тебя в жизни случилась беда, чтобы ты это продал. Я первый. Слушай, а можно я к тебе вечером приду, подержу в руках, посмотрю там это? Приходи. И вот это все. И вот когда человек приходит и рассматривает, и вот это. А он про вот эту вещь, например, там, про статуэтку, или он знает все. Все. Вот. Но держать ее в руках и вот именно обладать, вот это выше всего у них. Это вот именно чем и отличает этих коллекционеров, почему они находят. Они едут куда-то, там они вот там ищут, они там подрываются с места. Вот. И как они плачут, например, когда какая-то вещь там с дефектом или еще чем-то, как же так-то, он надеялся, она вот коллекционной ценности не имеет. Вот. А он так вот, Вообще, они не допускают посторонних людей к себе. Они очень закрыто. Очень закрыто. Они живут своим кругом, своим общением, все. Но сами по себе, конечно, люди очень интересны. Наблюдать вот эти эмоции, очень, вы знаете, просто приятно вот это смотреть, когда вот люди искренне радуются. Они эйфория у них. И, наверное, все-таки стоит упомянуть про отдельное сословие, которые, скажем так, предмет культа возвели некие предметы, которые относятся к истории Германии. Да. И 19 и 20 века. Да? Сейчас политика такая, что тема табуированная, грубо говоря. Очень. Табуированные, поэтому они свои, скажем так, маленькие радости, скажем, вынуждены просто прятать. И они глубоко, скажем, не в подполье, а просто предпочитают не разглашать про все вот эти вещи. Согласны? Я бы даже согласился с тем, что они в подполье. Они боятся. Потому что
даже от своих близких, которые знают прекрасно их увлечения, которые на протяжении многих лет поддерживали их жизненные силы и все остальное, как бы кто-то где-то что-то не подал это как вот совершенно... Возвеличивание. Да, но дело в том, что вот это, например, там, там рейховские там, штыковые атаки от медали, да, оригиналы, пряжки, там, того же самого Гитлер-Юген, там, потом, как же еще меньше у них были, вот. Причем это все оригинальное, это все оригинальное. И сейчас получилось так, что лучше об этом не говорить, лучше не вспоминать и ничего. И остались вот тоже вот единицы, которые вот между собой там переписываются, перезваниваются, там, что, как ты вот это, потому что у них же очень много было из дюраля, из сплавов, а это все окисляется, это все это, чем хранишь, как кожа, чтобы не трескалась, да, как там ухаживаешь, как чистишь там все, потому что, например, даже охотничьи ружья, да, они раньше не хромировались, они были чисто вот такие, Стоп. поэтому чистить надо... Ну, давай проанонсируем небольшой такой выпуск, который мы даже в сетку сдвинем за 22 часа, который будет посвящен охотничьим ружьям. Ну, это было бы прекрасно. Потому что я знаю, что у вас есть... Есть шедевры, и есть не просто ружья, а есть атрибуты, которые были дороги сердцу вот этому поколению 50-х. Вот, это и мерки пороха, это для изготовления дрожжи, прогонки, там все вот эти вот навойники, там всякие вот эти вот ягдаши, про которые сейчас... Давай мы вот это снимем отдельно. Да, пожалуйста, что, конечно, слушайте, конечно. Смотрите, замечательный успех Дмитрий Анатольевич Варенов проанонсировал в эфире программы «Мы вам покажем». Спецвыпуск программы «Мы вам покажем», который будет посвящено атмосфере любительской охоты, любительского оружия, снаряжения, в первую очередь, атрибутики и так далее. И это будет, на самом деле, очень интересно. И в целом, Дмитрий, за сегодняшний вообще вот этот экскурс, да, я пришел со своей проблемой, выслушал очень много полезного и так далее. Решили, грубо говоря, мой вопрос. И то, что вот этот рассказ отдельный, который мы посвятили теме коллекционирования, теме реставрирования и так далее, пусть это останется незамеченным, пусть люди знают, что есть люди, которые увлечены этим делом, которые во многих аспектах, которые уже забываются. Сейчас мы работаем в большинстве своим электроинструментом, и культуру владения ручными инструментами и так далее начали уже подзабывать. А это очень, очень горько. Да. Хорошо? Поэтому согласен. Замечательно, что есть такие люди, как вы. Еще раз, следующий выпуск со мной и с Дмитрием Анатольевичем Вареновым будет посвящен еще раз теме охотничьего оружия. Договорились? Договорились. И что хотел еще вот напомнить, как бы, очень большой интерес есть именно у многих по фарфоровым статуэткам Советского Союза. Угу. Вот эти наши балеринки, слоники, вот эти все спортсменки и отдельная анималистика. Вот. Если легко будет интерес, вот, мы тоже можем снять отдельную передачу именно по героям сказок, там по гоголевским, вот, например, там вот эти все вот эти Солоха, там вот... Дима Анатольевич, готовьтесь, вот это в гостях у сказки, вот это здравствуйте, ребятки, пионеры-октябрятки. Очень многие, потому что спрашивают сейчас, вот эти слоники, которые раньше вот в фильмах показывают, да, вот можем рассказать, вот есть эти слоники, какие они были, вот, где выпускались, какое количество, ну вот про это можем рассказать. То есть, если есть интерес, фарфоровую тему можем затронуть отдельно. Легко, отлично. Программа «Мы вам покажем», мы вам показали сегодня обитель одного из последнего, чуть ли не из Маякан, который на самом деле очень разносторонних интересов человека, и киноактер, и специалист по атрибутике, по вещам, по предмету, по истории. Дмитрий Анатольевич Варенов, который многие годы возглавлял наш якутский совет коллекционеров. Да. И следующее, еще раз, мы
будем чуть ли не патроны набивать, да? В смысле, Ну, патроны мы гильзы покажем. Да, гильзы покажем. Да, набивать страшные гильзы. боеприпасы, конечно, не в будем. основном будем рассказывать про Дамаск, про литье, про вот это, про дерево, вот такие. Слушайте, вот. все, Да. вот эти вот вещи, которые анонсирует Дмитрий Анатольевич, не пропустите в эфире телеканала Якутия-24. Увидимся.